все там, получается, по этапу 2018 года у нас все аукционы прошли. 138 квартир мы приобрели на первичном рынке у застройщика по договору долевого участия. А по остальным у нас аукционы не состоялись, и по этой причине мы передвижки сделали на вторичный рынок. Также по этапу 2019 года у нас аукционы они сейчас идут. Получается, заявки поданы. Тоже так же, часть на первичном рынке у нас прошли. Та часть, которая на первичном, недостающие квартиры, получается, мы не сможем приобрести, тоже на вторичный рынок переходить. В соответствии с изменениями в градостроительный кодекс, которые произошли 1 июля 2019 года, вы можете продлять контракты, мы можем продлять контракты в случае наличия объективных обстоятельств не по вине подрядчика. Такие у нас с вами объекты есть. Например, на Хатануряхе это избыточное пучинообразование, на Пилотов это пучинообразование, не бьющиеся отметки и так далее, и так далее, и так далее. Так, значит, вот эти все вещи у вас документально должны быть отражены. Все работы, которые уже по температурному режиму подрядчики не успевают, необходимо прекращать. Так. Дальше. Все те работы, которые не зависят от температурного режима, могут быть продолжены в течение этого календарного года. То есть ничего критичного, в принципе. Самое главное, что подрядчики успели с асфальтированием. Есть вопросы по качеству, но поскольку они все находятся сейчас, будут находиться на гарантийном сроке обслуживания, так, по гарантии мы весной проверим, если что, они у нас 5 лет будут бесплатно асфальт туда-сюда катать. Совершенно верно. Никаких проблем с этим нет. То же самое по весне мы будем проверять водоотведение всем городам.